сейчас уже был где-то там на кусочках съеден с собаками. Я этот флаг тебе на голове разорву. Когда Путин обосрется, тогда и закончится война. Бобр, курва, реально курва. Какую Польшу тут еще вот русни резать и резать. Была такая интересная ситуация в 2020 году. Я ходил на протесты с флагом по Бобруйску, все рассекал, «Живе Беларусь». Вот. И в один прекрасный вечер батя там подвыпил, а он еще там давно как бы топил за своего усатого тараканчика. То есть все, батька это его, там полностью вообще, то есть полностью съедена голова, все время там защищал его всячески. И пришел я, получается, домой, и он мне втащил по лицу, сказал: ты что, с чем ты пришел домой, я этот флаг тебе на голове разорву. Конечно, это со стороны выглядит ужасно, но что поделаешь, если человек не может принять другой факт, ну, то есть живет в своем мире, и пускай живет. Я же сначала с Беларуси уехал в Польшу, ну, не получилось жить в Беларуси. Вот. И я решил приехать помочь братскому народу, потому что был в Польше, с украинцами постоянно контактировал. И они мне рассказывали свои ужасные истории про то, как у них там уничтожили дом, убили мать, там, отца, родственников, все остальное. Ну, я подумал, что, может быть, я там нужен, и решил попробовать себя. Я сидел в квартире у себя в Гданьске, вот, ну, снимали квартиру. И получается, у меня тут с Украины есть знакомый, вот, который помог мне приехать с Беларуси в Украину, и я решил, блин, его страна в беде, надо ему помочь. Вот. Он, конечно, очень сильно был вдохновлен моим поступком, сказал: блин, красава, все-таки за Украиной правда, и русские свиньи должны быть наказаны. У меня первый выезд был в наступление, вот, мы ходили в наступление в Херсонской области. Ну, на самом деле это было стрёмно. Первый выезд и сразу наступление, то есть нас там сказали, что все там прикрывать будут, мы должны были заходить самые первые. Пришел к нам наш командир, говорит: копайте здесь окопы. И я плюнул, думаю, нафиг нам не надо, типа, там где-то стрелкотня идет. Потом так раз, 500 метров прилетает, где-то там что-то взрывается. Потом уже, когда в 100 метрах бахнуло так хорошенько, я уже такой, типа, ну, забираю напарника лопату, говорю: дай мне лопату. Типа я начал копать окоп. Я докопал, как же жалость, что я раньше этого не сделал. Там меня контузило, когда мы там с моим побратимом, получается, мой первый номер был. Мы, получается, сели с ним где-то в кустах на позициях, прилетает снаряд от танчика, снаряд попал там в 5 метрах, зашел осколок чуваку, типа, ну, в бочину. Вот. А я делался только, ну, типа, такой, блядь, что произошло. Вот. Там пацаны крикнули, ну, то есть видят, что прямо в нам прилетело, они такие: ребят, вы что там, типа, ну, что, все нормально? Я кричу: да, и мина 1,5 метра, вот так вот сзади я вижу ее, бам. Вот так вот вспышка в глазах белая, как я помню, меня завалило на бок. Я поднимаюсь, все белое в глазах, типа, ну, такая непонятная, рассеянная, прихожу в себя. Слышу, что мой побратим там зовет на помощь, я подбегаю к нему, пытаюсь ему оказать помощь, не могу, у меня все начинает расплываться, короче. Ну и повезло, что ребята были рядом, они сразу быстро все наложили и вывезли его. Вот. Ну, ему-то повезло больше, он вывез, ну то есть его вывезли. А мы выходили пешком, и я как бы такой был, ну, подавленный немножко. То есть постоянно арта по нам стреляла, еще до этого в окопе лежал, думал, скорее бы это все закончилось, только бы пацаны все выжили. Но последний у нас приказ был закрепиться в деревне, ждать Бреста. Вот, мы закрепились, но никого не дождались. Так получилось, что мы оторвались от всех, там, с одним с моим тоже побратимом. 4 утра с первым восходом солнца. Ну, я уговаривал долго своего побратима пойти, и мы все-таки вышли. И как только мы вышли, по нам сразу же дал танк прямой наводкой. 2 метра от меня приход, раз, и не разрыв. Самая такая моя любимая тема — это про неразрыв. Вот. Потому что я бы сейчас уже был где-то там на кусочках, съеден с собаками, там, не знаю, птичками.
Бобер, потому что, во-первых, потому что с Бобруйска, во-вторых, так получилось, что в Польше я наткнулся на этот всем известный видос «Бобр, курва». Вот. И мне это зацепило, я такой: бобр, курва, реально курва. Эй, курва, бобер! Эй, курва, бобер! Бобер! Эй, курва, бобер! Меня уже все-таки отправили нормально в госпиталь вот недавно, и там, получается, все такие заряженные, а там еще был главный врач, там, лекарь военный, вот, он такой, типа, ну, ты из Беларуси, и сразу обниматься, спасибо тебе большое, дружище, там, вот, но он думал, что я после этого, ну, то есть, после контузии такой: все, до свидания, и поеду, начал меня там успокаивать, все будет нормально, поедешь в Польшу. Ну, какую Польшу, тут еще вот русни резать и резать, вот. Про погибших ребят, вот Папик, я с ним мало общался, вот, но он тоже классный такой мужик был. Вот, ну, тоже можно было с ним шутки пошутить. С Атомом мы постоянно там и тренировались, и старались как-то, ну, поддерживать какую-то форму, особенно в Николаеве. Вот, помню, как мы с ним бегали, вот, он мне наставления там давал, правильный очень, вот, учил меня жизни. Сябро — это вообще отдельная тема, это классный чувак, это просто, ну, блин, это было все, это постоянные с ним шутки, ржаки разные, постоянно он там что-то прикалывался, постоянно что-то пытался сказать, еще предъявлял за анархизм, типа, что анархия, там, это, левачиво, блин, ну это так красиво звучало от него, что, ну, как-то мы хорошо с ним общались, и последний раз я с ним виделся, когда мы вместе в наряде стояли. Вот, я ему тоже там рассказывал про анархизм, там, про это все. Он такой сидел, слушал: да. А потом он уехал на следующий день. Вот. Ему не стало. С Брестом, получается, какая была тема? Я когда сидел в Польше, когда война началась, я смотреть начал за этим человеком. Ну, то есть мне сразу понравилась какая-то у него есть такая притягивающая, ну, то есть видно сразу, что это настоящий мужик. Хотел всегда попасть в его подразделение, вот, а потом как-то, ну, встретился с ним у нас в Киеве в расположении на кухне. Говорю: о, Брест, я приехал сюда из-за тебя, здорово. Он такой посмотрел на меня: классно, молодец. И все просто, ну, то есть ноль общения. Вот. Но потом, конечно, нормально дальше продолжалось наше взаимоотношения. Вот, тоже приколы, тоже там история интересная была с автоматом, который мне дали мне на полигон, ну, вот, а я его уронил в песок, потом почистил, потом пришел к Бресту, говорю: блин, Брест, что делать, такая тема. Он так и посмотрел, говорит: говорит: ну, помой его просто. Вот. Я типа в французском легионе был, ничего с ними случится. Ну, я думаю, война продлится года 2 еще. Это прям уже с полным освобождением и Крыма, и всех этих донецких, луганских областей. Ну, активно, конечно, фаза закончится гораздо раньше, там, может, к концу года, ближе к зиме. Когда Путин обосрется, тогда и закончится война. А когда украинцы освободят все свои земли, когда дадут Путину пиздец, когда Путин выйдет и скажет, что мы обосрались, я очень хочу, чтобы так случилось. Ну, я имею в виду, что сначала они обосрутся, потом это поймут, и потом Путин уже от безысходности выйдет и скажет: ну, к сожалению. А нет, они скажут, что они проявили жест доброй воли. Что бы я передал белорусским военным? Ну, я бы передал им: ребята, приходите, мы вас ждем. Как мы их встретим? Так же, как они нас в 2020 году. С оружием в руках и со злостью на глазах.